إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المؤمنين, عباد Аллах, о верующие, о рабы Аллаха, бойтесь Аллаха и помните, что Всевышний Аллах оказал нам величайшую милость, которая заключается в том, что Он ниспослал нам этот благородный Коран. Это мудрое напоминание, это исцеление, это прямое руководство, это милость. Это величие в этом мире и в вечном мире. Это праведность. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Вануназзилу миналь Корани ма хуа шифаун ва рахматун лиль му'минин». И мы не спосылаем из Корана то, что является исцелением и милостью для верующих. «Куль хуа лиллазина аману худан ва шифа». Скажи, Он, Коран, для тех, которые уверовали, прямое руководство и исцеление. «Вашифаун лима фис судур». Это исцеление для того, что в груди, для исцеления для сердец. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Инна газаль Кур'ана яхди лиллати хия аквам». Поистине этот Коран ведет к тому, что является самым правильным путем. И очень много аятов о рабы Аллаха, которые говорят нам об этом. Но милость Аллаха еще более велика. Когда речь идет о ниспослании аята, который является самым великим аятом в этой книге. Аят, который отличен от других аятов, который выделен из общего числа аятов, аят, которому отдано предпочтение перед всеми аятами. Что это за аят, о рабы Аллаха? Ответ на это в Сахихе Муслима. В Сахихе Муслима хадис, который приводится от Убей ибн Кааба, ради Аллаху та'аля ан. Убей ибн Кааб, один из выдающихся сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который известен как знаток, один из лучших чтецов и знатоков Корана. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит ему: «Убей ибн Каабу, я Абаль Мунзир, атадри айю аятин мин китабиллахи ма'ак а'азам». О Абуль Мунзир, знаешь ли ты, какой из аятов из книги Аллаха, из того, что ты знаешь из книги Аллаха, является самым великим? Культу Аллаху ва Расулю а'лям. Убей говорит: я ответил, Аллах и его посланник знает лучше. Проявление скромности от сподвижников, благопристойности в отношении посланника Аллаха. Но пророк, алейхиссалату вассалям, не оставил его. Он сказал: «Я Абуль Мунзир, атадри айю аятин мин китабиллахи ма'ака а'азам». О Абуль Мунзир, знаешь ли ты, какой аят из книги Аллаха, из того, что ты знаешь из книги Аллаха, является самым великим? И тогда говорит Убей: я сказал: Аллаху ла иляха илля хуаль хайюль кайюм. Аллах, нет Бога достойного поклонения, кроме Него, живого Вседержителя. И говорит Убей: тогда ударил меня пророк, алейхиссалату вассалям, по груди и сказал: Валлахи ли яхникаль ильм, я Абаль Мунзир. Клянусь Аллахом, ли яхникаль ильм, Абуль Мунзир, да будешь счастлив ты в знании, о Абуль Мунзир. То есть поздравил его пророк, алейхиссалату вассалям, с этим великим знанием, которое даровал ему Убейю Аллах Субхану ва Тааля, который направил Убейю Всевышний Аллах. Да, о рабы Аллаха, этот аят из суры Аль-Бакара, который называют аятуль Курси, аятом Курси. Этот аят является самым великим в книге Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил нам, что этот аят занимает самое великое положение, что он имеет самую высокую степень, что он самый важный по значимости. О рабы Аллаха, вы услышали этот хадис от Убейя, задумайтесь.
Задумайтесь, какое понимание было у сподвижников, какое знание религии. Ведь пророк, алейхиссалату вассалям, задал ему этот вопрос, и Убей ибн Кааб стоит перед ним, перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И ему задается вопрос, какой из аятов Корана, а их больше 6000, какой из этих аятов является самым великим? И Убей ибн Кааб в считанные секунды находит ответ, стоя перед пророком, алейхиссалату вассалам. Это указывает на то, какой у них был фикх, какое было понимание религии. А также задумайтесь еще об одной вещи, о рабы Аллаха. Почему Убей ибн Кааб выбрал из 6000 аятов, более чем 6000 аятов, именно аятуль курси, а не другой аят? Да потому что, о рабы Аллаха, сподвижники, в отличие от многих мусульман сегодня, в том числе в отличие от многих, которые претендуют на то, что они знающие, на то, что они религиозные авторитеты или религиозные лидеры, сподвижники, в отличие от многих, сегодня знали, что таухид – это самое важное. Что означает таухид? Что нет ничего главнее и важнее единобожия таухида, что этот таухид – это есть смысл нашего существования, это смысл нашего сотворения, знать нашего Господа, знать Его имена и Его атрибуты, и после поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля в соответствии с этим знанием, не деля поклонение между Аллахом и кем-то или чем-то, а посвящая все поклонение только Ему, Всевышнему Создателю. О рабы Аллаха! И вот в этом хадисе четкое указание на то, какое высокое положение, место занимал таухид, единобожие в сердцах сподвижников. Пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает его Убея, какой из аятов книги Аллаха самый великий? И Убей выбирает из 6000 аятов этот аят. Аят таухида. Потому что аят аль-Курси – это аят о таухиде. Потому что, как говорят ученые, нет такого больше аята в Коране, в котором вот так бы было бы собрано вместе, воедино разъяснение таухида, утверждение таухида и упоминание доказательств таухида. Почему нужно поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля? В других аятах тоже рассказывается о таухиде, безусловно. Весь Коран говорит о таухиде, но все это разбросано, все это разрозненно упоминается. Но в аяте аль-Курси это упоминается вот так вот собрано воедино. Поэтому этот аят, он заслуживает того, чтобы быть самым великим аятом в Коране. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, побуждал много раз, несколько раз читать этот аят в сутки. О рабы Аллаха, здесь нужно сказать об одном важном моменте. Вопрос состоит не в том, что нужно только читать этот аят. Пророк, алейхиссалату вассалям, побудил нас к чтению этого аята. Мы сказали по нескольку раз в сутки. Но обратите внимание на этот важный момент. Пользу человек получит от чтения аят аль-Курси в каком случае? В том случае, если он понимает, что он читает. Если он размышляет над тем, что он читает, если это чтение идет от его сердца, и если он выполняет и претворяет в жизнь то, что он читает из аят аль-Курси, не должно быть долей человека от аят аль-Курси только то, что он его читает, и все, читает его буквы, не размышляя над смыслами и не понимая, что он читает. Аллах Субхану ва Тааля говорит про Коран: «Китабун анзальнаху илейка мубарак». «Лияддаббару аяти, валиятазаккара улюл альбаб». Книга, которую мы низвели тебе, мубарак, благословенная. Для чего? Чтобы поразмыслили они над аятами ее. Чтобы вспомнили обладатели разума. Это мечта шейтана, мечта врагов религии, врагов верующих. Чтобы верующие свели все свое поклонение только к чтению букв, не понимая, что они читают, не притворяя это в жизнь, чтобы оторвать верующих от понимания книги Аллаха Субхану ва Тааля. Если вот так вот Аллах говорит: «Лияддаббару аятихи»,
Для того, чтобы размышляли над аятами его, это требуется в отношении всего Корана. Тем более в отношении аята, который является самым великим, самым возвышенным по своему положению и степени в книге Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому не подобает тебе, мусульманин, сводить все, что ты можешь взять от этого аята, к тому, что ты только читаешь его буквы, не понимая, не размышляя и не претворяя цели того, о чем здесь сказано. О рабы Аллаха. Итак, этот аят Аль-Курси, он указывает нам на самый главный из всех смыслов, на самую важную из всех целей. О рабы Аллаха, это, конечно же, таухид. Это, конечно же, единобожие. То есть обязательность искреннего посвящения всей религии только твоему Создателю. Всех видов поклонения, всех форм поклонения и служения только Ему. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля начинает этот аят с каких слов? Аллаху ля иляха илляху. Аллах, нет истинного Бога, Бога достойного поклонения, кроме Него. Аят начинается со слов ля иляха илlallah, со слов таухида. Это слово ля иляха илlallah, это слово таухида, которое указывает нам на обязательность таухида. Таухид нужно понимать не иначе, как в свете ля иляха илlallah. Многие группы, у них есть понятие таухид, но они в таухид вкладывают совсем не то, что сказано в словах ля иляха илlallah. А слова ля иляха илlallah, они указывают нам на то, что таухид обязательно должен у тебя состоять из двух частей. Он должен стоять у тебя на двух опорах, на двух столпах. Каких? Отрицание и утверждение. Отрицание и утверждение. Что ты должен отрицать? Что ты должен отвергать? Ты должен отвергать поклонение кому-то, чему-то, кроме Творца твоего. А что ты должен утверждать? Направление всего поклонения искреннее Аллаху Субхану ва Тааля. Вот что такое ля иляха илlallah. Ля иляха – это отрицание поклонения кому-то, кроме Аллаха. Илля-Аллах – утверждение всего поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек поклоняется Аллаху, этого достаточно, чтобы он был единобожником? Нет! Потому что он, помимо поклонения Аллаху, должен еще отречься от поклонения всему, что кроме Аллаха. Если человек отрекся от поклонения всему, что кроме Аллаха, этого достаточно? Нет! Он должен поклоняться Аллаху. Некоторые говорят, я же не совершаю ширк, я же не поклоняюсь кому-то, кроме Аллаха. А Аллаху ты поклоняешься от всего сердца или нет? В полном смысле этого слова. Подчинение твое и смирение Аллаху. Надежды твои устремлены к Аллаху, чаяния связаны с Аллахом, упование твое только на Аллаха, опора твоя на Аллаха, суджуды твои, земные поклоны и поясные поклоны Аллаху. Дуа, мольба твоя к Аллаху и все виды, и все формы служения и поклонения богоугодных поступков только ради Всевышнего. Это его право. Это его исключительное право. Нет у него в этом праве никаких соучастников, о рабы Аллаха. И, о рабы Аллаха, этот аят, он замечателен тем, он велик еще потому, что в этом аяте сказано о таухиде, разъясняется, что такое таухид в словах ля иляха илляху, а потом Аллах Субхану ва Тааля приводит здесь в этом аяте для нас с вами доказательства таухида. Почему только Аллах заслуживает нашего служения и поклонения? Более 10 доказательств в этом аяте. После слов ля иляха илляху говорит Всевышний аль-хайю аль-кайюм, живой вседержитель. Вот вам доказательство, почему нужно поклоняться только Аллаху. Аллах аль-хай. Аллах, Он истинно живой, обладатель истинной, совершенной жизни. Жизни, которой не предшествовало небытие и за которой не воспоследует исчезновение. Жизни, в которой нет недостатка. Он обладатель совершенной жизни, поэтому только Он заслуживает поклонения. Посмотрите, те, кому поклоняются помимо Аллаха, это либо живые, но смертные, которые умрут. Как ты можешь на них уповать, как ты можешь им поклоняться? Люди, которые связывают свои надежды с высокопоставленными людьми, с правителями или с богатыми людьми. Как ты можешь уповать на человека,
пусть он высокопоставленный, если он смертный, если он умрет. Или те, которые поклоняются своим каким-то шейхам или устазам. Ведь это смертный. Или люди поклоняются тем, которые уже не живы, которые уже умерли. Как ты можешь поклоняться мертвому? Он сам нуждается в молитвах, он сам нуждающийся. Кем бы он ни был, поклоняются пророку или поклоняются святым. Нет, только Аллаху Субхану ва Тааля, который истинно живой. Или они поклоняются предметам, которые вообще не имеют жизни. Звездам, иконам, крестам, идолам и так далее. Итак, те, которые поклоняются кому-то, кроме Аллаха, они поклоняются либо тем, кто жив, но умрет, или уже умер, или вообще безжизненный, вообще не имеет жизни. А поклонение заслуживает только Аль-Хай, истинно живой. Аль-Кайюм, Аль-Кайюм, Вседержитель. Прекрасное имя Аллаха Субхану ва Тааля, Вседержитель, то есть тот, который, существование которого от него самого, он самодостаточный, он не нуждается в своем существовании в ком-то или чем-то. И он обеспечивает существование всему сущему. Существование всего сущего зависит от него. Вот это Аль-Кайюм, это Вседержитель. Имя, которое указывает на абсолютную самодостаточность Аллаха. То, что он не нуждается ни в ком и ни в чем. И в то, что все, что кроме него нуждается, абсолютно в нем, со всех сторон, испытывает полную нужду. Дальше следующее доказательство в словах Аллаха Субхану ва Тааля. «Ля та'хузуху синатум ва ля наум». Не овладевает им ни дремота, ни сон. Аллах Субхану ва Тааля не спит и не дремлет. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Инна Аллах ля янам, ва ля янбаги лаху ан янам». Поистине Аллах не спит и не подобает ему спать, потому что его жизнь совершенна. Его величие и могущество совершенно. Он всегда надзирает над всем, контролирует все, наблюдает, обеспечивает всему существование. Поэтому поклоняйся только Ему, Субхану ва Тааля. А дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля о следующем доказательстве. «Лаху ма фис самавати ва ма фил ард». Ему только принадлежит все, что на небесах и на земле. Аллаху Акбар. Все абсолютно, от всех мелочей до великого, все принадлежит Аллаху. Он это создал. Он единственный создатель, и Он единственный владыка, властелин. Он владеет всем этим безраздельно. Так поклоняйся же тому, который владеет всем безраздельно. Не поклоняйся тому, что не владеет ничем. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в другом аяте: «Куль ид'у лазина за'амтум мин дуниллах, ла ямликуна мисқаля зарратин фис самавати ва ля фил ард». Скажи, хорошо, позовите тех, кого вы утверждаете в качестве богов, кроме Аллаха. Они не владеют чем-то на вес пылинки ни на небесах, ни на земле. А следующее доказательство в словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Ман заллази яшфау индаху илля биизни». Кто тот, кто может заступиться перед ним, иначе как с его позволения? Эти слова указывают на безраздельную власть Аллаха Субхану ва Тааля. Это великий царь, истинный царь. Никто не может перед ним даже попросить за кого-то, походатайствовать без его дозволения на то. Земные цари, может кто-то из приближенных начать просить за кого-то и ходатайствовать. Это называется шафа, заступничество или ходатайство. Но Аллах Субхану ва Тааля только с его дозволения. Поэтому как же невежественные люди, которые просят шафаа у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и говорят, обращаясь к пророку, чтобы он дал им шафаа, или каким-то святым, когда им говоришь: не поклоняйся никому, кроме Аллаха, он говорит: я не поклоняюсь, я только прошу у них выступить ходатаями, заступниками перед Аллахом. А Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль лилляхи шафаату джамиа». Скажи, Аллаху принадлежит все заступничество. Никто не может перед ним ходатайствовать без его дозволения. А значит, просить шафаа можно только у Аллаха Субхану ва Тааля. Ты можешь сказать: «О Аллах, сделай пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заступником за меня в судный день». Но ты не можешь обращаться к пророку и говорить: «Пророк, дай мне шафаа», потому что не владеет ни пророк, никто шафаа, только с дозволения Аллаха Субхану ва Тааля.
А дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит о следующем доказательстве в Коране, доказательстве таухида. «Я'ламу ма байна айдихим ва ма хальфахум». Он знает, что у них впереди и что у них позади. Вот. Тот, кто обладает абсолютным знанием обо всем, только он заслуживает поклонения. Он знает все, что было. Он знает все, что будет. Он знает все, что есть. Он знает о том, чего не было. А если бы оно было, то каким бы было? Его знание всеохватывающее. Так как же ты оставляешь поклонение тому, который знает обо всем, обо всех твоих нуждах, и посвящаешь поклонение кому-то, кто о себе-то не все знает, кто знает только то, чему научил его Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в следующих словах указывает на это слабость знания всех, кто кроме Аллаха Субхану ва Тааля, незначительность, и говорит: «Валя юхитуна би шайин мин ильмихи илля бима ша». А они не охватывают ничего из его знания, творения, кроме того, что он пожелает. Чему научил их Аллах? Только то они и знают. Как же ты поклоняешься им наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. А дальше Аллах Субхану ва Тааля приводит довод на свое величие, которое подразумевает необходимость поклоняться только Ему. Аллах упоминает об одном из своих великих творений. Это творение Аль-Курси. Аль-Курси, что такое Аль-Курси? Аль-Курси – это подножие арша, подножие престола Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот это подножие, это не престол, это подножие Аль-Курси. Аллах говорит: «Васи'а курсию самавати валь ард». Охватывает подножие престола Его, небеса и землю. О рабы Аллаха, Субханаллах. Представьте, грандиозность, величие этих творений охватывает небеса и землю подножие. Если творение так велико, что говорить о Творце, Субхану ва Тааля? Абу Зар спросил пророка, алейхиссалату вассалям, однажды о том, какой аят является в Коране самым великим. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Аятуль Курси». Это аят, в котором упоминается Аль-Курси. А потом сказал ему, Абу Зарру: «Массамавату саб'а, валардуна саб'а фил курси, илля ка халкати мин хадид, улькият фи фала». Поистине, небеса, все 7 небес и 7 земель, все 7 земель, по сравнению с подножием престола, по сравнению с Курси, это как колечко маленькое, железное от кольчуги, которое брошено в пустыню, брошено в равнину. «Уафадлю аль-арш аля-аль-курси, кафадли аль-фалати аля тилка аль-халка». А превосходство теперь престола над подножием, как превосходство этой равнины над этим колечком. Субханаллах. Масштабы, которые не могут уложиться в разум человека, не представить, которые не может человек. Так как же ты оставляешь поклонение этому великому Творцу и поклоняешься слабым творениям, которые ничем не владеют? И потом говорит Аллах Субхану ва Тааля об еще одном доказательстве. «Валя яудуху хифзухума». Не отягощает его, Аллаха, охранение их, то есть небес и земли. Не тяжело Аллаху Субхану ва Тааля управлять и хранить все эти небеса и земли. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллаха юмсику самавати валь арда ан тазула, валя ин залата, ин амсакахума мин ахадин мин ба'ди». Поистине Аллах удерживает небеса и землю от того, чтобы они исчезли. Но если исчезнут они, кто после него удержит их от исчезновения? И заканчивает Аллах Субхану ва Тааля этот аят словами: «Вахуа аль-алийюль азим». И Он возвышенный, великий. Довод таухида. Аллах аль-али. Он возвышенный. Он возвышен бизатии, сущностью своей. Он над небесами, над престолом, над всем сотворенным. Он в абсолютной возвышенности, вне сотворенного мира. Он над всем, сущностью своей. И положением своим, и могуществом своим Он над всем. Аль-Азим, Он великий, Он обладатель истинного величия, велик в именах своих, велик в качествах, атрибутах своих, велик в действиях своих. Табарак Аллаху аль-Азим. Благословен Аллах великий, Господь всех творений, тот, который создал все из ничего.
который дал существование всему после небытия, Он один заслуживает нашего с вами поклонения, служения, молитв, внутренних и внешних форм поклонения, ибо нет истинного Бога, кроме Него. Это Его исключительное право. Акулю хазаль кауль, вастагфируллах ли ва лакум.